Я обращаюсь к ингушским силовикам. Когда я говорю ингушские силовики, это и чеченцы, которые живут в Ингушетии, некоторые, которые работают в правоохранительных органах. От себя лично и от многих своих единомышленников хочу поздравить правоохранителей и ветеранов МВД с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел. На протяжении многих лет органы внутренних дел Ингушской республики являются надежным гарантом спокойствия и безопасности жителей нашей республики. Вы являетесь представителями нелегкой и мужественной профессии, которая требует высокой ответственности, крепости духа, выносливости, мужества и сильного характера. Уверенно могу сказать, что вы обладаете всеми этими вышеперечисленными качествами. Находясь на страже Ингушской республики и общественного порядка, вам приходится выполнять сложную работу и решать ответственные задачи. Круглосуточно нести свою нелегкую службу, рискуя своей собственной жизнью ради нашей безопасности. Считаю, что сегодня в органах внутренних дел работают настоящие профессионалы своего дела, для которых понятия долг, честь, справедливость и мужество не просто слова, а жизненные принципы. И мы по праву гордимся многими из вас, которые достойно несут свою службу, приумножая славу Ингушской республики и в целом нашего народа. Относясь с большим уважением к ингушским сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии, хотелось бы отметить, что в трудную минуту для ингушского народа, оказавшись на другой стороне баррикад, вы не потеряете чувство национального самосознания. В рамках существующего закона в вашей компетенции не допустить произвола и беззакония в отношении мирного гражданского населения, ведущего политическую борьбу за концепцию восстановления территориальной целостности нашей республики, прав и свобод человека. Уважение гражданского населения Ингушской республики к правоохранительным органам и сотрудникам будет неустанно расти, если власть и народ будут придерживаться принципа, что власть и народ едины. Иными словами, народ должен видеть в вас не только защитников интересов государства, но и защитников конституционных прав граждан нашей республики. Также хотел бы поздравить сотрудников Малгобекского РОВД. Достойных ребят, которых я знаю. Назрановское РОВД. Также мои поздравления. Достойные ребята, у которых есть честь, национальное самосознание. Достойные ребята, я вас поздравляю. Мужество, честь, достоинство. Все это есть, у вас все это присутствует. Центр противодействия экстремизму. МАГАС. Сотрудников которых я знаю, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Среди вас есть достойные и мужественные ребята. Теперь я хотел бы перейти ко второй части. Вторая часть по этой же теме, но это обращение к гражданскому населению Республики Ингушетия. Итак, я обращаюсь к гражданскому населению нашей республики. Кто такие эти силовики? Кто эти люди, которые работают в правоохранительных органах? Которых некоторые из вас называют мушвиками и каферами. Кто? Я вам скажу, кто. Эти люди чьи-то сыновья, чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то родственники. Эти люди прежде всего точно такие же люди, как и вы, у которых есть и семьи, и дети, и родственники. И многие из них являются вашими родственниками. Поэтому, называя их мушриками и каферами, вы и есть каферы и мушрики. Вы есть враги этого народа, а не они. Они опора нашей нации, нашей республики. Будьте честны хотя бы перед собой. Когда что-то происходит в наших семьях, в ваших семьях, что-то связанное с правоохранительными органами, совершается какое-то преступление, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы начинаем искать родственников среди них, обращаться к ним, просить их, чтобы они помогли нам в разрешении этого вопроса, этого дела. Просим, умоляем их. Вот тогда почему они не каферы и не мушрики? Поэтому прежде чем взрывать посты ГАИ, прежде чем нападать на них с ножами и резать их, вы задумайтесь, кто они и кто вы. Вот вы и есть враги этой нации, враги народа.
этой республики. А они – это достойные и мужественные ребята, которые защищают эту республику и пытаются сделать все, чтобы у нас сохранился порядок. Теперь к интернетным героям мое обращение. Вы, если кто помнит, в прошлом году я хотел провести несанкционированный марш, посвященный депортации ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. Марш назывался «Марш сыновей депортированных народов Кавказа». Провести я его, конечно, не смог. По поводу того, когда вы пишете что-то, эти комментарии, не думайте, что вас невозможно найти. Вот когда я выехал на машине, чтобы провести этот марш, у меня в телефоне стояла новая карта, на мое имя, конечно. Никто не знал номер этого телефона. Я не успел доехать до Чулков, когда мне позвонил один сотрудник Федеральной службы безопасности. Карта была абсолютно новая. Так что вы поняли мою мысль, да? Если они захотят, они вас найдут. Поэтому прежде чем что-то писать, вы контролируйте, как говорится, свой базар. Теперь, что касается того, что помните недавний сход в Назране на мемориальном кладбище 30 октября, траурное мероприятие, посвященное жертвам осетинской агрессии, геноцида ингушей. Я был на этом сходе, мы провели этот сход, многие из вас были там, вы знаете, о чем я говорю. Те, которые были там, которые были со мной вместе, которые задавали вопросы, мы провели там эту акцию. Вот эту акцию ни вы, ни мы, ни я не смогли бы провести, если в правоохранительных органах, особенно в ЦП Магаса, не работали бы достойные ребята, которые, имея мужество, дали нам эту возможность провести этот сход, и мы смогли там высказать свое мнение. Вот эти ребята и есть достойная опора ингушского народа. Они среди правоохранительных органов есть, их очень много. Это то, что хотел я донести до вас. Кстати, по поводу этого марша, митинга, который я хотел провести в прошлом году, в феврале. Те, которые слышали, знали об этом, никто не пришел из вас. А меня арестовали и посадили на 3 суток. А из вас никто не пришел. Это опять-таки же касается вот этих вот интернетных героев, которые сейчас, возможно, начнут тут писать то, что они не в состоянии, не в силах сказать открыто. Советую вам не писать. Лучше промолчите. На этом я прощаюсь с вами. Аллаху барца болбой. Дал ешму долчу. Яхьёлыч буа кегинах. Болбеч буа кегинах. Адал болхата болбеч буа кегинах. Яхьёлыч буа кегинах. Сидолч Аллаху ухаман ешму болб. Адик хейл.